женскую половину наших зрителей интересует вопрос. У тебя девушка есть, в общем? Я тебе прямо теперь этот вопрос задаю. Нету. Девушки, вы слышали? Наверняка повышенный интерес со стороны противоположного пола. Я его не сильно замечаю. Имеешь в виду, игнорируешь? В большинстве случаев, да. А иногда я такой, так, надо потренироваться. Вот ты выиграл все чемпионаты. Сидишь, например, на берегу моря, на тебе висят все возможные медали с первыми местами. Достиг всех вершин. Что будешь делать дальше? Неделю потусуюсь с друзьями. Наверняка ребята тебе задают вопрос, что ты натихую кушаешь, что развил такую физическую силу? И вообще, можно ли без фармакологии стать чемпионом мира? Ем все, всегда, везде. Ты понимаешь, что тебя сейчас могут неправильно понять. Ну, разнообразно питаешься. Разнообразно питаюсь. Да, из фармакологии. Из фармакологии ничего. Ну, ничего. Что еще сказать? То есть все абсолютно натурально. Да. Ну, витаминки там иногда можно. Пробовал БЦА, креатин. Макс, скажи, пожалуйста, тебе нравится заниматься творчеством, вдохновлять людей? Нравится, но я это, наверное, по-своему понимаю. Я попал в это, того не желая, специально. То есть твои спортивные достижения и повышенное внимание, и, разумеется, все эти возможности с соцсетями, с интернетом связаны. Как-то нечаянно получилось. На твою личную жизнь влияет? В большинстве случаев, да. Родные, близкие, либо друзья, я для них все еще Максим, а для всех остальных я всегда типа Акимба. Крутой парень, который всех выигрывает. Крутой, спокойный, тихоня, который подошел к столу, поборол и отошел. Я относительно недавно знаком с твоими достижениями, зашел на YouTube и увидел вот эти вот все пранки, когда вы заходите с Никитой, да, я правильно запомнил, заходите в спортзал, и он, значит, предлагает потягаться профессиональным спортсменом с парнем, который приехал сюда якобы из деревни, он тебя где-то там нашел, значит, привез покорять столицу. То есть вот эта вот популярность, которая, как мы понимаем, неожиданно к тебе пришла, как все-таки она влияет? Просто спокойно к этому отношусь. Себя не восхваляю, себя не принижаю, просто какой был раньше, такой и остался. Сложно в основном с новыми людьми, либо с подписчиками иногда, потому что все думают, что я сам по себе неразговорчивый и такой слегка был антисоциальный человек. Везде один, лучше только один, везде похожу, помолчу, лучше кого-то послушаю. И когда люди начинают со мной знакомиться, они думают, что я с ними не разговариваю, общий язык не нахожу, потому что я зазнаюсь. Хотя я очень такой слегка сложный на раскрепощение. Популярность – это все-таки некоторая ответственность, потому что ты наверняка уже осознал, что являешься примером для многих своих не только ровесников, для тех, кто даже постарше. Я тебе открою маленький секрет, что когда я начал смотреть твои видео, я чуть снова не пошел в спортзал. И знаю кого-то из твоих младших братишек, родственников, да, тоже вот из нашей фамилии, которые они просто тащатся с тебя, ты для них кумир. Все-таки ты понимаешь, что это ответственность? Понимаю. Это поддерживать надо? Это надо поддерживать. Ну, это как? Я начал свои блоги, свои видео как бы открыто, что вот я спокойный, я и буду спокойным. Иногда есть такие моменты, что злой, хочется там сматериться, что-то лишнее сказать. И, грубо говоря, из-за того, что я подал себя как спокойного, чуть-чуть сложно в данный момент. Потому что когда у меня такой легкий мат, легкое что-то такое 18+ появляется, мне сразу и взрослые пишут, и дети пишут, на меня твои дети смотрят. Я такой думаю, ваши дети Моргенштерна смотрят, я вообще одуванчик. Я, естественно, в интернете загуглил, поинтересовался информацией о тебе. Вот эти вот проблемы со здоровьем.
Вообще врачи разрешили тебе заниматься спортом? Мне сначала просто сказали, что нужно ходить на спорт. Из-за того, что я не мог выбрать, просто не знал, что мне нравится, меня отправили на борьбу. Через пару лет я сказал, что мне борьба не нравится, не мое. Потом решил, друзья ходили на кикбоксинг, пошел на кикбоксинг. Потом бросил, понял, что спорт это не мое. Приехал к бабушке в Осетию, лег на диван, смотрел мультфильмы, ел, и все. Мне это понравилось. Я понял, типа, это вот мое. Это лежать кайф. на диване у бабушки. Да. А потом был такой момент, я растолстел, ко мне подошла старшая сестра, сказала, вот у меня пресс, а ты мальчик. У тебя тоже должен быть пресс. Вот если... Она мне всегда по урокам помогала, там у меня были проблемы с английским, с русским. Вот. И она сказала, если у тебя пресса не будет, я тебе помогать не буду. И мне надо было выбрать какой-то спорт, но я все равно не хотел. И поэтому я тащился, мне нравился американский футбол, и я где-то увидел армрестлинг. Я подумал, американский футбол вряд ли найдут, но очень хочется. А армрестлинг, не должно же быть этого. Даже не ясно, что это за спорт такой. И потом через пару дней приходит мама, говорит, есть тренер по армрестлингу, пойдешь? Я такой, пошли. И кто в тебе этот талант раскрыл? Как тренера зовут? Люблю, уважаю, как отец Казимагомедов Тарлан Рамазанович. Это здесь, в Осетии? Нет, в Сургуте. Это, видимо, тот человек, которого ты сейчас хотел бы поблагодарить за свои достижения. Да. Любая победа у меня... Я всегда говорил, что мой тренер на соревнованиях – это всегда плюс 5 к месту. Без него стану пятым, с ним первым. Ты знаешь, хотя бы приблизительную цифру твоих побед и поражений? Я думаю, побед больше, там может... Это понятное дело. Да, может, 40% проиграл, 60% выиграл. Вот когда люди смотрят Инстаграм, телевизор, вот такие интервью, как сейчас, например, они видят успешного человека, спортсмена, который чемпион, весь в медалях, а другая сторона – это поражение. Они этого не знают. И вообще проблемы, с которыми столкнулся человек. Про проблемы со здоровьем мы их коснулись. Трудно было вообще преодолеть? Я был вспыльчивым в детстве из-за того, что меня из-за глаз дразнили, стебали. Вот. Поэтому дрался много. Из-за этого, наверное, потом в спорте, потом подкачался, чуть вытянулся, такой, анимешное лицо. Я такой, все же классно, что у меня такие глаза. Вот. А так было слегка сложно, да. Стебали, чутка не дружили, но были там друзья, пару. Вот. И из-за этого, наверное, чутка антисоциальным такой. Я так понимаю, спорт помог тебе все это преодолеть. Ты всем доказал. Успех через какое время к тебе пришел? Когда ты стал всех выигрывать? Так, я пришел... Сколько тренировался для этого? 2 года я занимался просто так. Мне тренер подошел, он так сверху на меня посмотрел, я такой, тогда, как Астерикс и Обеликс, вот я был Обеликсом, такой маленький япошка, толстоватый. И он такой, так, давай договоримся так, а еще маленький, вот ты будешь тренироваться, я тебя буду учить, если нет, ты ко мне не подходи, просто тут появляешься, я твоей маме буду говорить, что ты тренируешься. Я такой, я буду тренироваться. И все, мне дал тренировки, 2 года меня тренировал. Потом год он просто мне давал выезжать на соревнования, именно просто посмотреть. Потом через 4 года он такой, давай тебя на первые соревнования выставим. Все, я тогда 3-м стал, он такой, и как? Я такой, готовлюсь дальше, хочу выиграть. Вот его. И так постепенно пошло. Был момент, когда я пришел, и для меня тренировка... Я пришел, час отзанимался, и я такой, все, до свидания. С тренером поздоровался, и когда уходил, такой, ни с кем не здоровался, просто ушел, час прошел, моя тренировка закончилась, все. А потом наступил тот момент, когда я... это плохо. Сбегал со школы с последних уроков, чтобы прийти на тренировку пораньше тренера, либо прям под открытие. Уходил, прям когда мне тренер 25 раз говорил, что тренировка закончилась, давай домой. Он в итоге просто одетый заходил, выключал свет и говорил, давай домой. И как-то так любовь появилась. Самая приятная победа, это, наверное, 3-е место на Европе. Самые первые выездные соревнования были. Я тогда приехал на соревнования на Европу, и все говорили прям про победу, а у меня было просто приятно, что я выехал.
И отборолся, кому-то проиграл, кого-то выиграл, в итоге стал третьим. И я такой, типа, 3-е место, но мое. И я тогда почти до приезда в Сургут не снимал эту медаль, просто так ходил, типа, это моя. Мир, он... Я когда дошел до него, у меня был первый мир, второй мир. На первом мире я стал 4-м. Но это было самое такое плохое мое поражение, когда я такой... Это об обидном, да? Да, я тогда в тильт упал. Я приехал, там 2 руки. На левой руке я вроде стал 22-м. Я в первой схватке зарубился с казахом, он тогда стал первым, а я из-за того, что сразу первую схватку проиграл, у меня такой я на мире первую схватку проиграл. И такой, потом просто опять кому-то вот так отлетел, и у меня все такое... Потом соберусь на правую руку, собрался на правую руку, стал то ли 5-м, то ли 4-м. Тоже упал в тильт, потом закупил себе пару банок Редбула, пару килограммов стикерсов, сел где-то вдалеке от всех, включил на повторе, где я проигрываю, и так где-то час отсидел. То есть, получается, это то, что тебя вдохновило и заставило сделать следующий шаг? У меня просто было правило, я когда приезжаю на соревнования, победа без разницы, главное приехать домой с медалькой. Неважно, 1-е, 2-е, 3-е место. Да, для меня это... Для меня приятное участие. Победа, она уже сама собой выходит. Типа, есть люди сильнее тебя, это можно понимать. Просто либо ты подготовился, либо ты не подготовился. Когда тебе улыбается удача, это чувствуется? Ну, то есть, для того, чтобы достигнуть самой высокой ступени в спорте, для этого должны как-то обстоятельства сложиться благоприятно? В целом, да, но нужно просто много пахать. И можно сказать, что 100% тогда ты станешь чемпионом, если ты пахал? Или все-таки вот обстоятельства? Про везение я сейчас говорю. Но у меня везения, наверное, не так много было. Я больше пахал. Но везение, наверное, оно где-то срабатывает иногда на соревнованиях. Там сетки повезет, там у нас есть свободный круг, там тебе повезет, легко пройдешь. Может, на какого-то слабого попадешь. Да. Но в основном везения нет. Типа, если человек сильнее тебя, то ты на него в любом случае попадешь, он тебя выиграет, ты вниз упадешь, тебя там еще один сильный выиграет, ты все проиграл. Все-таки мы сейчас говорим с чемпионом мира, правильно? Да. Значит, везение тоже есть. Да нет. Ладно. Эту тему не будем слишком углубляться. Наверняка тебе другие ребята... Я просто хочу сказать, что везение на самом деле есть. Вот все сложилось же к тому, что ты стал чемпионом, что мама нашла тренера, который тебя смог заинтересовать, что однажды ты приехал на соревнования, за это я не для камеры уже говорю. Ну, я бы больше это... То есть, есть везение, пахать надо. Это не, ну я бы дело. больше это как судьбой назвал. Ну, я про это и говорю, что все сложилось. Вот я так, думаю, да. везение у меня больше в видеоблогах, а судьба это как спорт было. Наверняка ребята тебе задают вопрос, что ты натихую кушаешь, что развил такую физическую силу? И вообще, можно ли без фармакологии стать чемпионом мира? Ем все, всегда, везде. Ты понимаешь, что тебя сейчас могут неправильно понять. Ну, разнообразно питаешься. Разнообразно питаюсь. Да, из фармакологии. Из фармакологии ничего. Ну, ничего. Что еще сказать? То есть все абсолютно натурально. Да. Ну, витаминки там иногда можно. Пробовал БЦА, креатин, все, что разрешено. БЦА не помогает, белки не помогают. Вот фраза «все, что разрешено», и это после того, как ничего не ем. Ну, запрещенного. Ну, понятно, да. Вот ты выиграл все чемпионаты.
Сидишь, например, на берегу моря, на тебе висят все возможные медали с первыми местами. Достиг всех вершин. Что будешь делать дальше? Неделю потусуюсь с друзьями. А дальше, если я останусь все еще в спортивной форме, не травмированной калекой, то уйду в армфайты, оплачиваемые схватки. А так буду пытаться зарабатывать деньги и их либо в бизнес, либо в недвижимость. Ну, это уже к следующему вопросу. Кем бы ты стал, если бы не посвятил себя спорту? В каком бизнесе, в каком деле ты себя видишь? Вот если бы я спорту себя не посвятил, вот это я вообще не знаю. Потому что в 9 классе я хотел стать инженером. Я бы стал либо инженером, либо адвокатом. Потом, когда я просто в 9 классе начал Откуда больше... такое желание? В детстве был интерес к сборке, разборке, читал, интересовался, смотрел. Но потом, когда больше в спорт ушел, я такой, так что-то не то. Попал, когда перешел в 10 класс, подумал, было бы круто стать адвокатом. Тоже интересовался. Учил до 11 класса середины, хотел стать адвокатом, потом понял, что сидячий образ жизни мне вообще не нравится, где-нибудь в кабинете сидеть, вот я не выдержу. И потом решил и сказал родителям, что либо я поступлю куда-нибудь на бюджет, что-нибудь связано со спортом, какое-нибудь самое сложное, что есть в городе, грубо говоря, либо пойду в армию. Сдал экзамены, поступил на бюджет и все. Наверняка повышенный интерес со стороны противоположного пола. Я его не сильно замечаю. Имеешь в виду, игнорируешь? В большинстве случаев, да. Но я такой ленивый человек. У меня иногда есть интерес, а иногда я такой, так, надо потренироваться. У меня сейчас больше любовь к делам, к тренировкам. Я там могу углубиться. Вот я прям вот это чувствую сейчас. Женскую половину наших зрителей интересует вопрос. У тебя девушка есть, в общем? Я тебе прямо теперь этот вопрос задаю. Нету. Девушки, вы слышали? Это же как раз в Осетии будет большинство. Папа как раз хочет, чтобы я на стенке женился. Ты знаешь, у нас, конечно, не брачное агентство, но по этому поводу... Тогда следующий вопрос. Сколько ты еще в Осетии будешь? Пару дней. Не, я сюда хочу переехать. Мне Сургут надоел. Я люблю своих родителей, я люблю своих друзей, но я не люблю Сургут. Он слишком холодный для меня. Я уже не выдерживаю. Ты остинским языком владеешь? Нет, но я хочу его подучить. Я чуть-чуть понимаю, но не говорю. Я обычно на такой вопрос отвечаю, что если меня материть будут, я пойму. Благодаря папе я знаю. Что для тебя Осетия? Отдых, спокойствие, семья. Я знаю, что ты много чего себе не можешь позволить, допустим, в том же Инстаграме, потому что ты битаров, ты да. осетин. Потому что за мной много. Накладывает все-таки свой отпечаток. Да. Какой? Нельзя много каких глупостей делать на публике. Ну, я не думаю, что ты хотел бы вообще глупости. Ты не похож на такого парня, который позволил бы себе... Некоторые моменты, когда, грубо говоря, блогеры делают, их за это никак не осуждают, ничего такого им не говорят. Но из-за того, что ты осетин и был все время спокойным, ты еще битаров, типа фамилию все знают. Если кто-то вдруг что-то такое от тебя увидит, они все сразу такие: как так, ты позоришь свою семью, свою нацию, если что-то делаешь со своим телом, там, я не знаю. Недавно начал отращивать усы и их сбривать. И мне иногда прилетают комментарии там и от осетинов: да ты же осетин, сбрей эту чушь. Будь настоящим мужчиной. Потом другие пишут: молодец, чтобы борода была настоящая осетин. И типа... Я думаю, так вы же меня смотрите, вы же со мной не живете, вы меня только смотрите. Я могу быть кем угодно.
Вы же меня смотрите за поступки, а не за то, как я выгляжу. Я могу в порванном ходить. Вы же не ходите в этом. Скажи, пожалуйста, вот эти розыгрыши, которые мы смотрим в интернете, вот с Никитой, например, когда вы заходите в спортзал и начинаете, в общем, раскручивать, так скажем, ребят, спортсменов, которые тренированы достаточно. Это, наверное, сложно бывает сделать. Тебя же знают хорошо, ну вот как бы я тебя вот даже в студию сегодня сюда натихую, если ты обратил внимание, я тебе не афишировал, что ты здесь. Сложно снимать эти розыгрыши. Узнают же люди. Вначале было легко, но сложность в том, что я не мог нормально говорить. Там Никита все вывозил на себе. Потом с временем я более открылся, начал говорить. Опыта не было, да. Говоря. Но потом начали узнавать раз через раз. Иногда кто-то в конце говорит, типа, я сразу понял, но я... Решил подыграть. Да. Некоторые сразу, мы такие, ладно, тебе не будем подходить. Я уже обмолвился о том, что знаю ребят, которые фанатеют с тебя. Вот лично знаком с ребятами, которые просто вот... Ты для них кумир. Ну и, соответственно, будем прямо говорить, хороший пример для подражания. Об ответственности по этому поводу мы с тобой уже обмолвились, но все-таки, может быть, ты подумываешь какое-то свое телевидение, там, интернет-телевидение открыть какое-то, посвященное именно здоровому образу жизни, будь то армрестлинг или вообще любой другой вид спорта, может быть, помочь детишкам развиваться в тех направлениях, в которых они, так сказать, вот хотят идти. Это может быть, кстати, не только спорт, а вообще культура. Но об этом я так сильно пока не задумывался. Я просто это как свое правильное воздействие на всех, я просто как бы там не курю, не пью, занимаюсь спортом, питаюсь правильно, если что, могу там типа себе позволить, там позволить, такого не делаю, и все. Хочу тебе сказать, что когда ты имеешь влияние на других людей, особенно на подрастающее поколение, это многого стоит. И я хочу от души пожелать тебе успехов в дальнейшем, потому что даже если ты себе таких целей не ставишь, то все равно попутно у тебя это получается. Крепкого здоровья, разумеется, тебе пожелать. И имей в виду, что мы за тобой наблюдаем и ждем от тебя и новых выпусков, и, разумеется, новых побед. Но только чтобы не в ущерб своему здоровью. Спасибо. Спасибо за то, что заглянул сегодня к нам в студию.